27 мая 1970 года ТССР отметила 50 лет со дня своего образования. К этой дате советская Татария уже обрела многие черты той республики, которую мы видим и знаем сегодня. За первые полвека своей истории бывшая Казанская губерния изменилась до неузнаваемости. Появились новые города и промышленные центры, строились предприятия, развивалось сельское хозяйство, открылись вузы, совершались научные открытия. Бурлили творческие союзы писателей, художников и музыкантов. По многим экономическим показателям ТССР вышла в передовые регионы Советского Союза. Происходили крупные изменения в старинном Казанско-Зеленодольском промышленном узле. Очень интенсивно осваивались новые районы – нефтяной Юго-Восток, Камская промышленная зона. В процесс урбанизации была втянута почти вся территория республики. В 1966 году на карте ТССР появился еще один город – Нижнекамск, вскоре – Менделеевск. Мощно разворачивалось строительство автозавода-гиганта КАМАЗ в Набережных Челнах. Большой шаг республика сделала и в развитии энергетики. Вступили в строй Заинская и Нижнекамская ГРЭС. В годы первых пятилеток Татария превратилась в аграрно-индустриальный край. В послевоенные годы стала крупнейшей базой нефтяной и нефтехимической промышленности. Построены Казанский завод органического синтеза, Нижнекамский нефтехимический комбинат синтетического каучука, один из крупнейших в Европе. А рядом сооружается большой шинный завод. На этой земле вырастет автомобильный завод «Гигант». Идет строительство Нижнекамского гидроузла. Претворяя в жизнь решение 23-го съезда партии, край становится крупным энергопромышленным центром. В год богатеет колхоз, и, как многие другие, строится. Рассказывает председатель колхоза товарищ Орлов. Пожалуйста, вот наш культурно-бытовой центр. Клуб на 400 мест. Административное здание с сельским советом. Универмаг. Комбинат бытового обслуживания. 2 этажа. А в верхнем этаже будет гостиница для приезжих. Дальше школа. Строится ясли, детский сад. Сельско-акушерский пункт. Квартиры все будут обеспечены горячей водой, проводят отопление, газ, ванна, радио, телефон, чтобы жизнь у колхозников ничем не отличалась от жизни городского рабочего. В экономике страны, особенно, кстати говоря, в сельском хозяйстве, произошел большой прорыв. Надо сказать, что в промышленности в этот период было создано 200 новых предприятий за 5 лет, 200 новых предприятий, 200 цехов при работающих уже предприятиях. И в сельском хозяйстве, если в СССР в целом
производительность труда выросла на 37%, то в Татарстане на 44%. В этот период происходили интенсивные процессы, направленные на внедрение научно-технической революции в сельское хозяйство, не только в промышленность. Как было принято в Советском Союзе, особые даты истории отмечались ударным трудом. В честь полувекового юбилея ТАССР и столетия со дня рождения Ленина, которое тоже праздновали в 1970 году, в ТАССР развернулось массовое социалистическое соревнование. Состязались отрасли, предприятия, бригады и отдельные работники. Спросите нас, откуда вы? Мы вольные волжане, из края, где изжито зло, где солнце Ленина светло, навеки вечные взошло в свободном Татарстане. Имена более 1500 лучших тружеников занесли в Республиканскую книгу почета. Сотни передовиков производства были награждены медалями и орденами. Лучшим из лучших присвоили высокое звание Героя социалистического труда. Среди них были работники различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Советская Татария стала одним из самых образованных регионов СССР. Только в Казани было 13 вузов, в которых училось около 100 тысяч студентов. Это больше, например, чем тогда во всей Турции. ТАССР намного превосходила даже развитые страны Европы. Например, в 1958 году на 10 тысяч жителей насчитывалось в ФРГ 24, во Франции 34, в ТАССР 113 студентов. Неуклонно увеличивалась доля студентов-татар. Если в 1960-61 учебном году татары составляли чуть более 30% от всей численности студентов, то через несколько лет их стало уже около 44%, как и русских студентов. В это время, надо справедливости ради сказать, конечно, был социальный лифт, когда люди просто из глухой деревни могли поступить в вуз и потом сделать головокружительную карьеру. Ну, взять это даже наших сегодняшних, так сказать, истеблишмент, но взять даже далеко за примером ходить не надо. Ментимир Шарипович Шаймиев, в общем-то, сделал карьеру. То есть существовал, вот именно в 60-е, 70-е годы существовал мощный социальный лифт. Советская Татария продолжала развиваться как крупный исследовательский центр. Собственные знаменитые научные школы и эвакуированные во время Великой Отечественной войны крупные ученые и лучшие НИИ создали прочный фундамент для академической науки и прикладных разработок в самых разных сферах. В 1965 году в 51 научно-исследовательском учреждении республики было занято около 4000 научных работников. И если к 1965 году численность научной интеллигенции выросла в СССР на 38%, то среди татар на 65%. В свое время царские чиновники не рекомендовали принимать в гимназии и прогимназии детей кучеров, поваров, прачек и тому подобных, детей, коих не следует выводить из среды, кое не принадлежат. Это распоряжение вошло в историю как закон о кухаркиных детях. Нет у нас больше кухаркиных детей. Студенты слушают лекции Гумера Тумашева, профессора, доктора физико-математических наук, потомственного рабочего. Гильма Камая, сына портового грузчика, сам в прошлом грузчик, ныне профессор, доктор химических наук. Долго надо перечислять ученые звания Хамида Музафаровича Муштари, выдающегося математика, заслуженного деятеля наук, профессора. Крестьянская дочь Дилера Тумашева, доктор филологических наук, заведующая кафедрой татарского языка и литературы университета. Не перечислишь всех тех, кого когда-то называли кухаркиными детьми, и которыми сегодня может гордиться наш народ.
В этот период еще очень мощно развивалась научно-техническая составляющая. Появились десятки научно-исследовательских институтов, которые работали на научное обеспечение нефтяной промышленности, приборостроения, машиностроения, авиастроения. Казань, столица республики, все больше приобретала облик современного мегаполиса. Здесь появились новые современные здания. Например, уникальная летающая тарелка Казанского цирка, а еще дворец спорта, первый детский мир, дворец химиков, дом актера. Бетон и стекло начали вытеснять старую деревянную постройку. Уже было полное отрицание исторических стилей и весь интерес на поиски новой современной архитектуры. Конечно, не без влияние на ориентацию европейской архитектуры. Были отдельные объекты уникальные по индивидуальным проектам, не по типовым, которые вот в это время появляются. Это и здание политпросвещения на улице Бауманов, интереснейшее здание для этого времени. Бетон, стекло и бетон появляются в архитектуре как вот стилевые признаки современности. Концертный зал консерватории, архитектор Агишев Мунир Хасанович, он становится главным архитектором города и очень много делает в отношении продвижения нового стиля в архитектуре, новую команду организует молодых архитекторов, которые были выпускниками КАСГАСУ, а тогда это было КИСИ. И вот новые поколения архитекторов начинают работать над архитектурой города. Татария по праву гордится современными заводами, высокоразвитой промышленностью, изделия которой хорошо знают более чем в 50 странах. Часы, точные приборы, резиновые технические изделия, медицинские инструменты, вертолеты, моторы. Идет казанский полиэтилен. Выпускаются мощные компрессоры. Разве перечислить все то, что сегодня вырабатывает промышленность республики? Начали общаться и обычные граждане, особенно молодежь. В 1968 году недалеко от Казани был построен международный молодежный лагерь «Волга», где отдыхали и общались представители самых разных стран. Если говорить про состояние людей, про их жизнь, то, в общем-то, налицо были уже какие-то изменения. Открылся международный лагерь студентов, лагерь «Волга». Первые иностранные делегации молодежные стали туда приезжать. И вы понимаете, это говорило о том, что общество стало потихонечку открываться. Первые контакты вообще молодежи Татарстана с иностранными студентами, с представителями там каких-то молодежных организаций, они вот развивались очень интенсивно и посещали эти лагеря не только представители лагеря «Волга», не только представители социалистического лагеря, как мы сейчас говорим, да, но и французские делегации, были делегация была с Кубы. Один из первых небоскребов Казани – гостиница «Татарстан» в самом центре города, рассчитанная прежде всего на иностранных гостей. Конечно, по мировым меркам 13 этажей – это немного, но для столицы Татарии это стало одним из символов новых веяний. Шикарное здание на 431 номер с рестораном и банкетными залами сдали в эксплуатацию в юбилейном 1970 году. На неоновой вывеске на крыше были редкие для того времени слова на английском языке «хотел» и «бар». В 1970-м иностранные надписи в Казани были еще очень необычным явлением. Эта гостиница стала украшением города. Все здесь было особенным и необычным. Ленточные окна главного фасада с солнцезащитными вертикальными ребрами, многоэтажность, золотая вывеска над входом, нижние этажи украшала сплошная ажурная решетка из бетона. Новое и старое, современное и историческое, национальное и интернациональное.
За первые 50 лет своей истории советская Татария собрала и объединила в единое целое огромное количество разных народов, культур, событий, идей. Но никогда не прерывалась нить исторической памяти татарского народа. В июне, когда зеленеют нивы, в Татарии приходит Сабантуй. Испокон веков Сабантуй был национальным праздником. Теперь он стал праздником труда для всех национальностей, живущих в Татарии. А их около 60. Это здание пригородного железнодорожного вокзала в Казани. Совершенно новая архитектурная стилистика стала украшением въездных ворот города. Тоже много стекла и бетона, но в современный облик архитекторы и художники гармонично вписали национальные традиции. Огромная живописная работа была создана в 1967 году художниками Сергеем Бубиновым и Виктором Федоровым. И тогда это было смелое художественное решение. Архитектор Гайнудинов в это же время проектирует тоже очень новый современный речной вокзал, который тоже содержит много стекла, но и много фрески, что в этом отношении тоже было несколько таким особенным нашей фишкой, нашим трендом, потому что мало где сочетали попытку современности с какой-то самобытностью региональной, национальной. А в это время как раз еще и происходит именно закладка как бы вот такого вот основания, закладываются основы национально-региональной архитектуры Татарстана. Нигде в Советском Союзе тогда этим еще не занимались. Все устремления архитекторов были направлены на будущее, будущее, будущее. А вот как национальная архитектура, национальные традиции должны отражаться в этой современной архитектуре, никто не знал. После многих лет нивелирования национальной самобытности разных народов, власти наконец-то обратили внимание на историю и культуру Татарии. С конца 60-х годов началось восстановление очень многих исторических мест. В апреле 1969 года было принято постановление Совета министров ТССР о создании Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Великие болгары – столица первого государства в Восточной Европе. Болгарский музейный комплекс является самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества, уникальным и единственным образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV веков. Он находится в 200 километрах к югу от Казани, на месте, где располагались поселения эпохи неолита, бронзы и раннего железа, а позже возник главный город могущественной Волжской Булгарии. Именно здесь был официально принят ислам волжскими болгарами, предками казанских татар, в 922 году. Здесь в XIII веке располагалась первая столица Золотой Орды, место культового поклонения, паломничества мусульман к своим святыням наконец-то стало доступно для всех желающих. Государство наконец-то обратило внимание на историю. Первый был открыт Болгарский историко-культурный заповедник. И сразу, конечно, вызвало очень большой интерес. Постепенно были открыты дом-музей Шишкина в Елабуге. Чуть позже дом-музей Дуровой тоже в Елабуге. Был отреставрирован полностью и открыт музей Баратынского в Казани. И это говорит, что, в общем-то, государство обращает внимание не только на революционных деятелей, ну, понятно, музей Ленина вне конкуренции, да, но и обращает внимание, в общем-то, на историю. Почему нет? Как раз в эти годы началась консолидация татарского народа, который волей истории оказался разбросанным по всему миру.
С соотечественниками за рубежом контакты были практически невозможны, но поддерживались самые тесные связи с татарскими общинами на огромной территории РСФСР и всего Советского Союза. Самый большой анклав татарского населения исторически жил в Башкортостане. Более миллиона татар проживало, и самые тесные творческие связи, интеллектуальные, различные формы сотрудничества присутствовали именно с татарами Башкортостана. Тем более, что там и издавалась пресса на татарском языке, существовало образование на татарском языке, существовал татарский театр, и постоянный обмен гастролями, то есть различных творческих коллективов Уфы и Казани. Все это, конечно же, создавало единый татарский мир, когда многие уроженцы Башкортостана становились известными деятелями науки, культуры в Республике Татарстан. Кроме того, конечно же, большие связи были с другими крупными диаспорами, такими как, например, в Республике Узбекистан, в Казахстане. Мы все знаем, что, вот, например, одним из ведущих композиторов Казахстана был Латыф Хамиди. Он был автором гимна Советского Казахстана, но он уроженец Кайбетского района Республики Татарстан. Там существовали большие общины, и, в общем-то, партийные государственные органы, они стимулировали вот эти вот связи. Были постоянные обмены специалистами. Большое значение имела расширяющаяся нефтедобыча в СССР. Это связи Азербайджана с Татарстаном, Северного Кавказа с Татарстаном, а также регионов Западной Сибири, где проживали уже большие общины тоже татаро-башкирского населения, участвовавшего в добыче и переработке нефти и газа. К своему 50-летию республика подошла под руководством первого секретаря татарского обкома КПСС Фикрята Табеева. Самый молодой в стране региональный руководитель уже 10 лет стоял у руля советской Татарии. При нем были построены КАМАЗ, Нижнекамск-нефтехим, Казань-Оргсинтез, десятки других предприятий. Забытые поселки становились мощными промышленными центрами. Казань разрасталась и приобретала лоск столичного города. Более подготовленного от природы к работе с людьми, чем Фикрат Ахмеджанович, я не встречал. Не ошибусь, если утвердительно скажу, это мнение абсолютного большинства людей, которые его знали и общались с ним. Высокообразованный, молодой, статный, доступный. И все мы считаем его личной заслугой, Фикрата Ахмеджановича, что он добился строительства комплекса заводов КАМАЗ на территории Татарстана. Мы знаем, что очень многие территории претендовали на это. Надо было накормить досыта людей хлебом насущным. И эта задача при нем была решена. В период его руководства Татарстан добывал более 90 миллионов тонн нефти в год. Это 3 раза больше, чем сейчас. На КАМАЗе был собран 100-тысячный КАМАЗ. Нефтехимия стала крупнейшим поставщиком синтетического каучука и полиэтилена и внутри страны, и оказался конкурентоспособным за пределами нашей страны. Как подсчитали историки, в 1968 году промышленность СССР превзошла дореволюционный уровень в 79 раз, а валовая продукция крупной промышленности Татарской Республики увеличилась в 314 раз, почти в 4 раза больше, чем в целом по стране. Даже эти цифры позволяют понять, какой гигантский рывок сделала та ССР к своему 50-летнему юбилею. В 1970 году в связи с этой датой за крупные успехи в развитии экономики и культуры советскую Татарию наградили орденом Октябрьской революции. Были отмечены большие заслуги республики и в укреплении дружбы и сотрудничества советских народов. И в 1972 году ТССР удостоилась ордена Дружбы народов. На первый взгляд, казалось бы, да, может быть, были какие-то непродолжены какие-то важные дела в сфере национального образования и культуры,
но тем не менее превращение республики в один из самых развитых индустриальных, промышленных, экономически развитых регионов страны, он способствовал в то же время укреплению и татарской культуры в том числе, и росту научно-технической интеллигенции татарской, управленческих кадров, то, без чего бы не получился бы современный Татарстан, ни в коем случае. Именно в этот период была создана та база, на которой наша республика развивалась. Секунда всегда была секундой, час часом, век веком. Только век нынче иной, ленинский. «50 лет для истории миг, жизнь одного поколения. Но какой огромный путь прошла республика за эти годы. В свои 50 лет ТССР, наверное, впервые в новейшей истории жила с чувством стабильности. После страшных лет революции и войн, тяжести сталинского правления и бурной хрущевской оттепели, отсутствие общественных и политических катаклизмов воспринималось как благо. В ТССР, как и во всей стране, люди строили города, развивали промышленность и сельское хозяйство, били рекорды в нефтедобыче. А еще учились, влюблялись, создавали семьи, растили детей и спокойно смотрели в свое будущее. Но в недрах социалистического благоденствия уже зрели политические вихри и экономические бури. Но это уже совсем другие вехи истории.